Правители в Ближнем Востоке с наступлением весны каждого года организовывали военные походы на территории соседних государств и племен с целью расширения своих земель. Основными целями этих походов было покорение народов, пополнение казны за счет грабежа и в последующем обложение данью жителей оккупированных территорий, создание буферной зоны в случае нападения на них, принуждение населения принять их религию. 1456 год. Весна. Глава ордена сафевидов шейх Джунейд из Ардебила Великой Персии, который с 1447 года возглавлял религиозное течение после смерти отца Ибрагима, организовал военный поход на север. Конечной целью военного похода был Дербент, врата, север и юг. Он хотел не только покорить эти земли, но и также собирать дань за переход торговых караванов с юга на север и наоборот, с севера на юг через Дербентские врата. До начала военного похода шейх Джунейд несколько лет отправлял своих лазутчиков с торговыми караванами в Дербентскую крепость. По их рассказам, он понимал, что не так просто одолеть дербентские стены. Тем более горский дух и мужество защитников крепости было известно по всему Востоку. Завоевывая талышские земли, войска шейх Джунейда за несколько дней добрались до реки Кура. Он знал, что дальше начинается Великий Ширван, владение Кюре-хана. До этого шейх Джунейд довел численность своих войск до 10 тысяч воинов и начал атаку на защитников Ширвана. Напор был слишком велик, и Кюре-хан со своими сторонниками отступил на север вдоль Каспийского моря. Одновременно он отправил гонцов к заречным лезгинам в сторону Белокана, хану Кубинскому, лезгинским племенам с Самурской долины, в Дербент и хану Табасаранскому. Шейх Джунейд решил разделить войска на две части. Первая часть должна была атаковать Дербент с юга, а вторая с севера. Отправить войска на север он решил через Самурскую долину, далее по узким горным тропам к Каспийскому морю. К тому времени лезгинские племена под руководством Кюре-хана, который сохранил значительную часть своих войск, организовали оборону на правом берегу реки Самур, перед поселением Яргун, в низменности села Кирик. Место для обороны было выбрано довольно грамотно. С одной стороны горная река, с другой лесной массив, где местное население организовали ловушки под каждым деревом, под каждым кустом. Утром на рассвете шейх Джунейд своим войскам отдал приказ перейти в атаку. Началось ожесточенное сражение. Лезгин, несмотря на их героическую оборону своих рубежей, превосходящие силы сафевидов заставили отступить. Но ожесточенный отпор и мужество лезгин был настолько сильным, что шейх Джунейду пришлось отдать приказ перестать атаковать, взять передышку, переждать, заодно здесь похоронить своих погибших воинов. Тем временем отряды воинов лезгин, отступая, начали готовить новые рубежи обороны у подножья горы Гатундак, возле поселения Гапцах. Ряды защитников пополнили отряды заречных лезгин, табасаранцев и отважных рутульцев. Шейх Джунейд дошел до поселения Гапцах и начал штурмовать оборону горцев. Он был уверен, что дальше свободно преодолеет сопротивление горцев и выйдет к северу Дербентской крепости. А с юга другая часть его войск уже была готова к штурму крепостных стен. Ожесточенный бой между персами и горскими народами с передышками продолжался 2 дня. Воды реки Самур приняли кровавый цвет. Главные шатры персов находились на высоте возле современного поселения Новый Каракюре, и шейх Джунейд наблюдал отсюда за сражением. Небольшой отряд горцев напал на наблюдательный пункт персов.
состоялся кровавый бой между горцами и личной охраной правителя. Шейх Джунейд получил смертельное ранение. А в это время другая часть войск шейх Джунейда уже находилась вблизи стен Дербентской крепости. По заранее согласованному времени они начали штурм стен крепости, надеясь на такие же действия главных сил с севера. Войска Дербентского хана отразили их атаку и в дальнейшем полностью разгромили персов. Раненый шейх Джунейд приказал остановить сражение. Его ложу установили на верблюде, и остатки персидских войск двинулись обратно. Шейх Джунейд сказал своим воинам: «После смерти хороните меня там, где сядет мой верблюд». Верблюд сел в поселении Яргун, где и похоронили шейха, построили мавзолей, который и ныне стоит там. Слава храбрых горцев распространилась по всему Кавказу, а завоеватели начали обходить эти горы, эти долины. История как пружина. Каждый виток – это повторение предыдущего. А искажение фактов приводит к повторению ошибок. Народ можно обмануть, но невозможно победить.